Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. К чему все идет? Что будет с вами происходить в самые ближайшие дни? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, к чему все идет? К прогрессу все идет. Здесь четко это показано, очень много знаков на это указывают. Рост, прогресс, развитие. Мои хорошие, отсыпка у нас общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Смотрите, здесь в корне рисунка вижу, что вы за что-то новое возьметесь. Причем возьметесь из-за какой-то нужды, необходимости. Не просто так, потому что вам захотелось, а потому что так сложились обстоятельства. Да? И хочешь, не хочешь, а нужно чем-то заниматься. Возьметесь нехотя, либо, как говорят, из-под палки, да, сами себя будете заставлять, но это новое в корне перевернет вашу жизнь. У кого-то отыграется, что это новые отношения, у кого-то новая работа, новое увлечение, может быть, бизнес даже свой начнете. Чем-то вы начинаете новым заниматься, и это очень позитивно влияет на вашу жизнь, в корне переворачивая в плюс, не в минус, в плюс. Да, будете благодарны судьбе, что так сложились обстоятельства и что вам пришлось этим новым заниматься. Опять же, вы все разные, каждый займется своим. Сначала будет тяжело, даже будут моменты, когда вы будете говорить: ой, нет, прям не мое, не хочу, брошу, откажусь. Но обстоятельства не позволяют, и вы прикладываете больше усилий, потому что есть необходимость, и развиваете это новое. Здесь такое шикарное дерево вырастет. На нем прям все как 12 месяцев плоды будут, да, и вы их будете собирать, и плоды, и цветы. Прям сами себе радоваться будете. Так, еще. Здесь какой-то мужчина вокруг вас кругами ходит. Прям заглядывается на вас, но, скорее всего, не решается подойти. Ну и вам этот мужчина тоже вроде как нравится, либо интересен, да, может быть, не настолько нравится, интересно, да, просто интересный мужчина, приятный мужчина. Вы плохо знакомы, либо вовсе не знакомы, просто видите друг друга, то есть вы не против, вот, а он прям бедный, мается, кругами ходит, никак подойти к вам не может. Вижу, что вы с этим мужчиной как-то в каком-то закрытом помещении, как наедине остаетесь. Вот вы и он. И, как говорится, деваться некуда. Какой-то разговорчик между вами состоится. И это будет отправной точкой к вашим отношениям. Мужчина хороший, да и вы женщина замечательная. Вот. Здесь сама судьба вас изолирует вдвоем для того, чтобы вы наконец-таки с друг другом познакомились ближе, либо начали вот этот диалог, разговор, который бы привел вас действительно к отношениям. Бедный мужчина, прям жаль его, он так будет краснеть, он так будет бледнеть, там 7 потов с него сойдет, и прям слова эти прям выдавливать из себя будут. Ну потому что страшно, вы такая красивая, вы такая привлекательная, вот страшно, вдруг откажете, вдруг пошлете. Вдруг я что-то не то ляпну, понимаете, у него там 1000 мыслей в голове будет роиться. Но судьба мудрая, она вас вместе сведет, и наконец-таки разговор между вами состоится. Так, здесь 2 человека, которые как-то пренебрежительно к вам относятся. Вот когда им что-то надо, они все такие: о, дай, помоги, приди, сделай. Когда вам надо, они, извините, морозятся, отворачиваются, ну типа нам некогда, мы заняты, да я не умею, да я не хочу, да у меня там другие задачи. Ну такое пренебрежительное отношение. Смотрите, вижу я, что в очередной раз вот такого пренебрежительного отношения вы тоже как-то вспылите, либо все этим людям выскажете.
чем заставите их краснеть. Это первый момент. И второй момент. И вот вижу, что один из этих людей действительно прям почувствует, что был неправ, прям устыдится, попросит у вас прощения. И с этого момента ваши отношения будут очень взаимовыгодными, теплыми и приятными. А второй человек, знаете, даже вот так рукой махнет, скажет, ну и не надо, да, развернется и уйдет. То есть нормальный человек придет в себя, да, совесть возьмет свое и с вами сблизится, а прям совсем никудышный дурной человек просто уйдет, исчезнет, испарится. Больше вы как и видеться не будете, общаться не будете точно. Дальше, мои хорошие, здесь бюрократический вопрос. Вопрос может быть с какими-то бумагами, документами, с вашими просьбами, там, с тем, чтобы подать какую-то просьбу, заполнить какую-то аппликацию. Вы об этом знаете, вы об этом думаете, но вы почему-то этого не делаете. Может быть, вы просто не знаете как, да, не знаете, как правильно, вот куда идти, с кем говорить, какие документы заполнять. Здесь случайное знакомство все решает. Случайный знакомый либо знакомая прям имеет опыт в этом деле. И человек с радостью вас научит, с радостью вам поможет, расскажет, подскажет, может быть, даже какие-то вещи для вас сделает, либо за вас сделает. Для вас это прям знак судьбы, что тебе туда надо, либо стоит это делать, стоит туда обращаться. Это будет очень приятно. Случайный человек, да, случайный знакомый, знакомая, человек вам очень классно поможет. Так, здесь у нас, смотрите, какой прекрасный кораблик, еще и с парусом. Корабль. Кто-то к вам плывет, кто-то к вам едет. Либо время вам пришло с кем-то встретиться, познакомиться, либо кому-то пришло время к вам приехать, вернуться, может быть. Кораблик плывет, а вы, если это новое знакомство, прям накануне что-то будете предчувствовать, такое вот предчувствие, вот что-то должно случиться, что-то должно произойти, у вас такое легкое волнение, сны могут необычные сниться. Ну а если это знакомый человек, и человек возвращается, к вам приезжает, то человек вас в очень короткий срок предупредит, что типа я приеду, будешь ли ты дома, либо когда ты свободна. И у вас тоже будет волнение перед встречей, да, вы прям начнете волноваться, думать, а что между вами случится, а что я скажу, что вообще, для чего это все происходит, да, вот прям в переживаниях будете находиться. Ну, не переживайте, все будет хорошо, встреча пройдет хорошо, либо знакомство у вас хорошее состоится, такое вот теплое, доброе, по душам, как говорится. Но волнение прям накануне, там, за несколько дней вы будете точно ощущать. Еще кому-то из вас предстоит посетить какое-то место, дом, организацию, учреждение, куда-то вам предстоит идти. И вы прям будете к этому моменту готовиться. Готовиться в плане, там, что одену, какая прическа, какой макияж. Почему-то для вас это очень важно, либо вы будете именно на этом заморачиваться. Смотрите, там вам будут рады любой. Вот главное, чтобы вы пришли. Никто не будет смотреть осуждающе там, на вашу одежду, либо на ваш макияж. Людям не важно, как вы выглядите. Людям важно, что вы знаете, что вы умеете. Ну, и опять же, ваше общество, да, то, что вы пришли. Не заморачивайтесь, другому в голову не берите. Тратьте, пожалуйста, деньги там, на прически, на мейкап, либо на какую-нибудь там деловую одежду. Оно того не стоит. Поверьте, там никто на это не смотрит. Попроще, да, будьте попроще, будьте сама собой, и вообще все удачненько сложится. Так, а здесь я вижу, в последнее время у вас какие-то негативные моменты в жизни часто стали происходить, и это уже как закономерность. То есть вы уже, выходя, например, из дома, либо просыпаясь утром, ничего хорошего не ждете. Уже даже какая-то привычка выработалась на то, что ничего не получается, либо вам везде облом, к вам как-то не совсем тепло относятся, неудачи постоянно преследуют, и вы уже такая, ничего хорошего не будет, да, я уже ничего хорошего не жду. Смотрите, здесь на ваше удивление выяснится причина, почему с вами это происходит. Вы все абсолютно разные. Я вижу, что кто-то делает вам диагностику. Может быть, это человек-эзотерик делает вам диагностику. Может быть, это психолог человек. Да? Разные люди, и у всех по-разному отыграется.
Диагностику вам проведут и сделают вам такой развернутый ответ. Да? Почему в вашей жизни вот эта вереница неприятных событий? Откуда ноги растут? Да? Что вообще на самом деле случилось? Вы ахнете, когда узнаете. Я причину здесь не вижу, потому что это общая отсыпка. Но вы причину узнаете и ахнете. Вы могли подумать на что угодно, но только не на то, что вам скажут. Смотрите, мало того, что будет сделана вам диагностика, вам еще будет предложен путь решения вашей ситуации. И я вас прошу, воспользуйтесь этим путем решений. Это бесплатно, либо это за деньги, все равно воспользуйтесь. Поверьте, вам это крайне необходимо. Это как глоток свежего воздуха, это как перейти рубеж черной полосы и выйти в светлую. Здесь вот четко все сработает, и вы точно не пожалеете. Я так понимаю, что вы думаете об этом, а кто-то в молитвах обращается к высшим силам и просит, говорит, да, Боженька, избавь меня от этих бед, от этих неприятностей, от этих неудач. Устала я измучился, измучилась, постоянно вот этот день сурка, все плохо-плохо и хуже становится. И здесь вам будет послан человек, который проводит диагностику и вам помогает, либо может вам помочь. Вам нужно этой помощью обязательно воспользоваться. Так, здесь человек, который будет вами послан, причем в очень жесткой, максимально жесткой форме. Здесь человека показывают шутом, клоуном, такой, знаете, лицедей, да, лицедей. Постоянно вот разные маски, разные трюки, фокусы, поведение. Прям на голову не натянешь, прям совсем мерзкое. И этот человек долго с вас веревки вил, либо вы долго не могли решиться, чтобы этого человека послать. Это может быть и мужчина, и женщина. Может быть даже кто-то из родственников, кто-то из прям ближайшего круга. И вот человек вашу любовь, ваши хорошие отношения начал принимать как за слабость, что вы слабый человек, она мне ничего не сделает, она мне ничего не скажет. И вот я вижу, что вы в очередной такой момент, да, фокусы эти будете просматривать, либо театральное представление перед глазами у вас разыграется, вы не выдержите и очень грубо под человека пошлете. Так и скажете «пошла», либо «пошел» вот на 3 буквы. И вообще, что больше не видела, не слышала и не знала. Смотрите, вы здесь сразу 2 зайцев убиваете. С одной стороны, вам полегче будет, ваша психика не будет так травмироваться. А с другой стороны, вы этого человека вот таким жестким посылом на место поставите. Человек задумается о своем поведении, о своих поступках и вообще о своем будущем, о своей судьбе. Да, 2 зайцев вы убиваете. Знаете, иногда для пользы действительно нужно послать, крепко послать. Может быть, только такие слова до человека и доходят. Дальше, здесь у вас мужчина, колечко. Смотрите, у одних отыграется, что мужчина союз вам предлагает, причем союз, он может быть как и любовного характера, личный, да, так и дружеский, так и деловой и творческий. Мужчина вам приносит кольцо. Кольцо, кстати, красивое и большое, то есть это в долгую, на всю жизнь, на всю жизнь. Кольцо. Может быть, вы хотели кольца с этим мужчиной, то есть союза хотели. Может быть, вы хотели быть вместе, либо хотели вместе сотрудничать, хотели дружить с этим человеком. Здесь инициатива идет от этого мужчины. То есть вы хотели, не говорили об этом, не могли решиться сказать, то человек проявляет инициативу сам. Смотрите, это ваш шанс, и, пожалуйста, этот шанс не упустите. От этого кольца вы всегда успеете отказаться. Но если вы откажетесь сейчас, будет ли человек вам еще предлагать, да, через какое-то время, берите это кольцо и не сомневайтесь. Если вам будут предлагать работу, либо какой-то рабочий контракт, договор, вы принимайте, но внимательно изучайте все пункты, условия, обязанности, ответственность. Это тоже очень важно. Но кольцо принимайте. Здесь кольцо с правой стороны, и мужчина со стороны сердца его дает. То есть это по любви, либо действительно вы этому человеку очень приятный, и человек видит потенциал в ваших общих отношениях. Либо в вашем сотрудничестве. Чуть повыше у вас маленький котенок перевернул худую лошадку. Это какие-то неприятности на работе. Либо в очередной раз вас кто-то выведет на работе, вы прям вспылите, скажете, все, с меня хватит. Все, меня уже достало. Смотрите, ваша работа — это как такая доходяшка лошадка, прям худенькая-худенькая.
там нет толка, там нет смысла. Но этот котенок с длинным хвостом говорит о том, что постоянно у вас на работе какие-то неприятности, либо вам неприятно делать то, чем вы занимаетесь. Вижу, что вас доведут, и вы прям радикальное решение принимаете. Но смотрите, тут может отыграться радикальное решение. Вы пишете заявление об уходе, и его вам подписывают. А у других вы пишете заявление об уходе, а вам говорят: слушай, ну давай что-нибудь там поменяем, да? Давай обсудим этот вопрос. Может быть, перейдешь там в другой отдел, либо на другую должность. Может быть, там зарплатки тебе повысить. Да? У кого-то так, у кого-то по-другому отыграется. Но с другой стороны, даже если вас будут пытаться удержать на этом рабочем месте, здесь котенок с длинным хвостом. Да, может быть, должность будет другой, да, может, зарплата будет побольше. Но, отношение, оно такое же будет, да, либо такие же неприятности будут происходить. Здесь все-таки, конечно, лучше вам другую работу поискать в другом месте, как говорится, даже не просто другую, а в другом месте, подальше от этого коллектива. Может быть, люди очень неприятные собрались. Может быть, вы работаете в негативном месте, из-за этого люди все такие скотами становятся, агрессивными, друг другу подножки ставят. То есть вам нужно уходить, да? Все равно нужно двигаться куда-то в другое место. Но здесь время пришло вам работу менять, да? Чем-то другим заниматься и в другом месте находиться. Так, а здесь вы с кем-то мечами рубились, видите? Здесь постоянно какая-то борьба происходила, с кем-то прям на мечах сражались, да? Конкурировали, либо вражда между вами была. Видите, у вас идет остановка, и после этой остановки будет примирение. Смотрите, никому не нужна эта вражда. Эта вражда, она противопоказана и вам, и тому другому человеку. Вы теряете силы, вы отвлекаетесь от своей жизни, вы отвлекаетесь от своего предназначения. Возможно, вы даже уже не вспомните, с чего у вас все началось, да, откуда пошел этот конфликт. Вот здесь высшие силы как будто бы на паузу все это ставят, дают вам время на подумать, что хватит враждовать, займитесь чем-то хорошим, положительным, а вот ножи свои эти, мечи в ножны спрячьте, да, и живите спокойно. Вот, и после этой остановки будет какой-то либо договор примирительный, либо вы просто перестанете вот так остро друг на друга реагировать, да, без слов, вот прям без слов. Вам понравится быть в этой паузе, вам понравится жить без напряжения, без этих постоянных баталий и схваток. И вы такие скажете: ну, ладно, живи, да, не буду тебя трогать. И также этот человек с другой стороны скажет. То есть вражда прекратится. Битвы эти прекратятся. Смотрите, это может быть и в семье, когда муж с женой постоянно на ножах. Это может быть и среди родственников. Это может быть и с конкурентами, и с завистниками, и с недоброжелателями, и с врагами. Здесь сначала идет пауза, а потом тотальная остановка. Конфликт исчерпан. Все. Да, люди, может быть, и не станут лучшими друзьями, там, не помирятся, детей не будут крестить, но, тем не менее, больше конфликтов, вот, стычек, схваток не будет. Не будет. Умиротворение приходит. С левой стороны русалка, трилистник обрывает. Ну, русалка — это к обману, это к заблуждениям, к иллюзиям, к фантазиям, и, кстати, к самозаблуждению. Ну, а трилистник — это удача, везение, счастливый случай. Здесь явно до кого-то из вас дойдет, что вы заблуждались, сами себя обманывали и не там счастье искали. Но у других отыграется, что вы поймете, что кто-то вас обманывал, кто-то тень на плетень наводил, кто-то вас такими завтраками, иллюзиями кормил. И вы действительно не на то время тратите. Тут прозрение придет. Прозрение, понимание и отторжение. Отторжение того, что было, отторжение того, во что вы верили. Либо на что надеялись. Но это хороший знак. Прозреть — это хороший знак. Не там вы счастье искали, либо не там вы удачу ловили. Понимаете, вот прям совсем не там. Там ее нет. И отродясь никогда не было. Сами заблудились, либо кто-то вас вогнал в эти иллюзии заблуждения. Но главное, что прозрение придет. Зрение, отрезвление. В общем, все поймете. Так, чуть выше. Мужчина в костюме, женщина в красивом платье. Танцуют вместе. Женщина слева, мужчина справа. Здесь к счастью, к любви, к радости на двоих.
Вы оба красивые и вы танцуете. Вы счастливы, вы любите, вам приятно и хорошо вместе. И еще, мои хорошие девочки, если вы по какой-то причине вас угораздило попасть в треугольник, то этот знак говорит о том, что вы пара, что нет больше никакого треугольника, да, рассыпался треугольник и образовалась прекрасная счастливая пара. Чего вам искренне и желаю. На этом у меня все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.